Мир вам, братья и сестры. Сегодня вот хотел показать, сделал ошейнику брату Андрею на Соловецкие эти острова, остров хотел отправить. То есть отправил его, и он усох по дороге. Ну такое вот давно со мной не случалось, как бы редко. Покажу. Вот у меня, например, подобный ошейник, вот он уже больше месяца лежит дома, то есть в теплом помещении. И он свободно вот вынимается, вставляется. Все работает. Значит, ну по просьбе переделал. Вот тут у меня был такой нож свободный как раз. Мой нож как бы. Я его забраковал немного. Вот он у меня пока вот временно подошел к этим ножнам. А брату Андрею сделал настоящие якутские ножны. Тут вот из двух половинок можжевельника. Этим же ножом все вырезано. Обтянуты кожей сыромятной, растительного дубления, без швов. То есть хвост крупного рогатого скота. Вот он, покажу сейчас. Вставляется до щелчка вот так. Сам не выпрыгивает. Вынуть надо. Пальцем сюда вот упираетесь. И одной рукой вынимается. Вот. Сделал вот такой вот еще брусочек из того же сувеля. Тоже вот льняным маслом проварил. Это для правки. Покажу сейчас, как правится. Ну, это вот наждачная бумага обычная, которая в автомагазинах продается, вот в красочном отделе обычно, где краски продают. В данный момент вот последнюю взял 2500, то есть самая мелкая зернистость, чтобы показать. Ну, даже можно поменьше кусочек отрезать. Потом вот его ставите на какую-нибудь поверхность такую, чтобы не порезать руки себе. И по плоскости со стороны дола вот эта вот правка идет. Такая зернистость в зависимости от затупления. Вот. Поправили. И с обратной стороны слегка заусенчики снять. Вот. Ну, проверить еще можно. Сейчас не на чем, как бы ничего не взял. Видно, да? Так. Далее, что может с ним быть еще? Кожа вот эта вот, она, ну то есть может здесь сохнуться и как бы это туго заходить и выходить. Значит, это тоже все, тоже вот кусочек наждачки такой отрезаете, скручиваете вот его в 3 раза примерно, чтобы полосочка узкая была. И пальцем внутри обрабатываете устья ножен. Ну, это, говорю, очень редко бывает, но все же, чтобы было. Потому что тут 2 половинки без клея, они как бы кожей сжимаются, и она амортизирует маленько. Вот. И проверяете, чтобы легко входило, легко выходило. Вот. Далее. Это вот у меня домашний баллистол. Аналог баллистола. Тут 20 грамм скипидара, 25 грамм керосина и 100 грамм вазелинового масла. Все перемешано, и этим составом, значит, обрабатываю. Он безвредный абсолютно. Обрабатываю ножны, потому что любая кожа требует ухода. Жирной смазки какой-либо. Можно гусиным жиром хорошо тоже кожу обрабатывать. Вот. Вот мы ее обработали обильно, и потом, чтобы просушилась, просохла, она впитается и будет кожа у нас служить долго и не набухать, не намокать. Вот. Если рукоятку смажете, тоже ничего страшного не будет. Ну а клинок смазывать тоже обязательно, потому что тут это углеродка 9ХФ или 9ХС. Какой металл точно не могу определить, но у них закалка одинаковая. Ну, в общем, чтобы не ржавело, лучше его смазывать тоже. Вот. Смазали, обработали и повесили. В общем, всего самого доброго. До свидания.